Ассаляму алейкум. Исенмисиз? Здравствуйте. Продолжаем наши передачи из цикла «Уроки истории». На прошлой передаче мы начали обсуждать крымскую историю, связи Крымского ханства и казанских татар с Рафаэлем Хакимовым, вице-президентом Академии наук, депутатом Государственного совета, директором истории Академии наук Татарстана. Сегодня как раз пришло время эту историю довести до современности. Мы довольно тщательно, Рафаэль Сибгатович рассказал нам, как было в Средневековье и из каких компонентов государства наши складывались. Рафаэль Сибгатович, давайте сейчас вспомним. Мы сейчас живем в 2014 году. Возникли такие обстоятельства, что наши собратья крымские татары сейчас чувствуют себя последние 2 десятилетия частью украинского государства, до этого были частью Советского Союза, до этого Российской империи, до этого Османской империи. Расскажите, пожалуйста, как мы пришли к этому времени, как сочеталось изменение государственных границ, принадлежности с развитием культур, языковых и других особенностей. И как вы это в своих книгах, академических изданиях раскрываете, что мы нового можем прочитать, какие будут открытия в этом вопросе? На самом деле открытий довольно много, потому что ведь у нас появилась возможность более открыто говорить, вытащить из архивов новые материалы, покопаться в зарубежных архивах. Особенно много там в Турции, конечно, о крымских татарах, больше, чем о Казанском ханстве. По Золотой Орде очень много материала сейчас в Венеции, в Генуе ищут, и причем российские ученые активно этим занимаются. Этнографические материалы очень богатые. У нас есть атлас этнографии, там и крымские татары отдельно. Мы всегда преподносим, насколько это возможно, насколько позволяет ученый мир. То есть вопрос в большей степени не столько установок, сколько авторов. То есть найти достойных авторов, которые могли бы преподнести этот материал по разным регионам. Поэтому народ, он остается всегда народом. Могут меняться государства, могут меняться режимы, но народ довольно, его культура очень консервативная. И многие обычаи, традиции, они сохраняются, несмотря на то, что бывают там режимы Столыпина, Сталина, советский режим, он все равно, народ сохраняет свои обычаи, традиции. И в этом консерватизме есть замечательная сторона. Это то, что стабилизирует и спасает от разных революций и разных депортаций. Поэтому народ есть народ, и поэтому я так скажу, что особенность тюркских народов заключается в том, что язык тюркский очень устойчивый. У него мало исключений. Поэтому за тысячелетия он мало менялся. И поэтому языки тюркских народов очень близкие, несмотря на то, что он называется казахский, на то, что он называется узбекский. Но мы знаем, у нас общие истоки, и поэтому мы можем объясняться и разговаривать и так далее. Сегодня есть новые возможности для того, чтобы продолжить эти исторические традиции. Рафаэль Сибгатович, мы говорили о жизни крымских, казанских татар до взятия Казани, до распада Золотой Орды. Потом новый период, новая история. Крымские татары были структурированы Османской империей, а мы в Российской империи. Потом, 18 век, мы оказались в одной стране. Как были связи, осуществляя связи, какие шли какие-то контакты? Мы или потеряли в это время друг друга? Видите ли, тут надо немножечко представлять себе картину так, что таких разрывов не было, как у нас иногда в официальной истории пишется. Раз Российская империя возникла, как будто прервалось все. Во-первых, и после Золотой Орды это не были отдельные ханства как таковые. Это, как говорит выдающийся американский историк Эдвард Киннон, он говорит, это был непрочный союз
Москвы, Казани и Крыма. И он существовал, и, скажем, было очень стабильное отношение, пока Нур-Султан, султанша, она правила, она умела договариваться со всеми тремя этими центрами. Это потом уже возникли проблемы с Москвой, у нас, у Крыма возникли проблемы. То есть это надо представлять, что истории нет таких разрывов. Эта ткань истории, она без разрывов существует. И когда Российская империя возникла, еще татарский фактор, он не исчез. Он исчезает только с падением Крымского ханства. Собственно, заслуга Крымского ханства и крымских татар в том, что вплоть до Екатерины II татарский фактор был мировым фактором, несмотря на протекторат Османской империи. Это все же был протекторат. То есть это не то, что какой-то унитаризм там, это, можно сказать, какая-то конфедерация с Османской империей. Но с падением уже Крымского ханства, да, татарский фактор становится внутренним, но он все равно остается. Вспомните времена смуты. Это же не просто Польша, и тут, князь Пожарский воевал с поляками. Он, прежде всего, воевал с казаками. Казаки – это был тоже очень разношерстные, полутатарские, полулитовские, и там украинцы были, и славяне, естественно, и русские беглые крестьяне. Это такой был союз. Довольно странно, любопытные, причем там нагайцы играли очень большую роль. Или, скажем, романовские татары участвовали во времена смуты, касимовские татары. А когда на помощь от Сигизмунда III шли Жалткович со своими уланами, там они еще уланами были, это значит татарская конница. Понимаете, татарский фактор так быстро не исчезает. Конечно, Петр хотел, чтобы оборвать эту историю и, наконец, забыть татар и начать историю писать заново. Да, тогда сильно начинает прямо выбрасывать какие-то воспоминания, заново пишется история. Но народы остаются, никуда не денешься. И поэтому отношения, они всегда существовали, и в советское время. Не случайно Султан Галеев, он активно работал с крымскими общественными деятелями. Саид Галеев тоже был одним из руководителей Крыма. Это в 20 веке. Это в 20 А мы пропустили 19 век. 19 век. Таджиман. Это Гаспралы. Это и довольно известные страницы, поэтому мы я об этом в одной передаче уже говорили. Да. Вы тоже поделитесь своим отношением к Гаспринскому и его деятельности как объединяющей личности. Почему он такой глыбой стал? У нас здесь Гаспринский воспринимается как свой. У нас в Институте истории, наряду с Юсуфом Акчора, с Андреем Аксуди, с Баруди, Муса Бегием висит и портрет Гаспринского. Поскольку нам трудно очень отделить от истории нашей, особенно конец 19-го, начало 20 века. И здесь не только Таджиман, который объединял тогда тюркский мир, но это связано и с реформацией ислама. Джадидизм – это фактически реформа периода появления капиталистических отношений. И это потребовало изменения всего деятельности просветителей, всего системы образования. Хотя у нас был, конечно, Макджани со своей медресе и Галимджан Баруди, но широкое такое распространение новометодные медресе получили благодаря деятельности Гаспринского. И наши имамы ездили туда просто целыми делегациями учиться. Именно в Крым ездили, в Бахчисарай, Гаспринскому, с тем, чтобы воспринять это новые методы. Но сам Гаспринский, он очень активно был включен в российские дела. Когда уже капитализм активно начал, он
был, так сказать, человек европейского уровня. Он знал все, что происходит, новые течения, новые тенденции. Поэтому его роль, конечно, была громадна именно в расширении вот этой сферы с тем, чтобы новая система образования стала вот так широко распространенной. К началу XX века у нас где-то 95-96% медресе все были новометодными. Здесь заслуга Гаспринского. Ну, кроме того, у него жена была наша. Зять симбирских татар. Ну да, симбирских, поволжских, так сказать. Поволжских это татар. все же Акчура, Юсуф И Акчура. одновременно он идеолог и просветитель общетюркского масштаба. Конечно, конечно. Ну, я тут не могу не вспомнить его слова крылатые, которые мы повторяем, и за что меня осуждали не один раз в прессе. Он говорил, что «Безнен бертель, бердин, без бермиллет». Да? Это все же один единый язык, единая вера, культура, и мы единая нация. И мечтал об образовании единого языка, Да, обиходного. да, он писал, конечно, на тюрки. Но, видите, время прошло, конечно, повторить было реформацию европейскую, уже было сложно, капитализм уже шел своим ходом, народы уже как-то перешли на свои говоры, наречия, и там создать общетюркский. Если бы Коран перевели, конечно, на такой общетюркский, как это Лютер сделал, тогда вполне возможно, такой бы язык возник на базе, вот, скажем, такого переводного Корана. Но время ушло. И Муса Бегиев пытался это сделать. Но... Поэтому он у нас остается такой величиной, очень значимой. Существует, Рафаэль Севгальевич, такой парадокс. С одной стороны, Исмаил бей Гаспралы, он общетюркский символ. Не зря его называли пантюркистом, как Азат Ахунов назвал, что это же придуманный жандармерией термин. С другой стороны, сам он учился в военном училище российском. Все время взаимодействовал. И вообще, получается, история крымских татар 19-20 веков, это 18 веков, начиная более 2 веков, крымские татары в основном только в России с российскими структурами были взаимосвязаны. Вот как вот этот парадокс объяснить, что он пантюркист и одновременно как бы пророссийский символ, российский символ? Ну, видите ли, у нас как-то вот все пытаются вот черное и белое, черное и белое. Значит, вот Российская империя, и она, значит, только душила, да. Не всегда так было. То есть, да, Петр I, мне трудно там найти хорошие слова, или Павел, когда шла христианизация, то есть первые указы Петра были о христианизации. Но Екатерина поняла, что идут восстания, и бесполезно так, и надо веротерпимость ввести как норму. Тогда изменилось отношение. Екатерину II все же с уважением вспоминает. И были времена Александра I, когда был либеральные очень законы. То есть давали права, там, скажем, в семейном праве шариат действовал у нас. В Туркестане там вообще шариат по полной действовал. То есть это не было, там Российская империя не была такой унитарной, как все представляют. Вот губернская, вот все из центра, из Петербурга. Финляндия – это Великое княжество было, Польша – это королевство было, да, царство польское называлось, своими войсками, своим сеймом, со своим языком. В Финляндии валюта была своя. Это очень разнообразно. И много довольно-таки получили прав. Многие народы, и тюркские в том числе, прав получили вместе с развитием капитализма. И особенно уж ближе к 20 веку в Госдуме была мусульманская фракция, ее Садри Максуди возглавлял, там и крымские татары активно участвовали, это единая была фракция. То есть это в России было по-разному, разные отношения. Скажем, здесь вот отношение, кстати, вот чиновников Радлова, да, оно было очень даже позитивное к татарам. И он создал русско-татарскую школу, из которой вышли, знаете, такие, ну, сегодня это могли бы назвать националистами, которые отстаивали
интересы татар, да, и Султан Галиев, кстати, тоже из этого вышел. Рафаэль Севаевич, я хочу задать вам провокационный вопрос. Может быть, даже без подготовки неудобно будет отвечать. Ну вот сейчас, до этого времени, крымские татары были в Украине. В составе Украины сейчас они требуют сохранения или остаться там, ну, переходной такой период. Вот в эти века, и последние 3 века, и предыдущие, какие взаимосвязи с Украиной были? И известно ли, есть ли какие-нибудь исследования, с какого времени крымские татары стали фактической частью Украины? И можно ли сегодня так назвать? Ну, Украина как вот, оно как самостоятельное государство, то есть это тогда, когда оно было самостоятельным, Крым тоже был самостоятельным, поэтому здесь мы не можем в такой... До 1954 года прошло века. Они взаимодействовали, они ведь не были в Украине, да? Ну, они рядом, это пограничные ситуации. Там не то, что они и мы взаимодействовали с X века, там, это Волжско-Камская Болгария, да, там торговала. Вот здесь какое именно взаимодействие? Прямого подчинения или там общие законы, или как? Но тут, видите ли, вот я говорил, Российская империя. В Российской империи иногда законы были очень разные. В Финляндии одни, в Польше другие. В Грузии это был закон Вахтанга VI. В Молдове римское право действовало. В Калмыкии действовало степное уложение. В Бухаре, Хиве это был шариат. Это был протекторат. Видите, это Россия не была такой. И поэтому говорить, вот она в Украине или там, довольно-таки территориальная самостоятельность у разных территорий России всегда была своя. Но и была торговля, взаимодействие, браки какие-то и так далее. Это все было. Для Крыма важно сохранить у себя внутри стабильность. Как бы там ни складывалась эта дальнейшая история, в каком бы государстве они ни оказались. Потому что если вот внутри стабильность сохраняется, то у народа, который живет на этой территории, есть будущее. Но если возникает конфликт на какой-то почве, то очень трудно планировать, вот, как твои дети, внуки будут жить. Вот на самой первой передаче Рубин Абдуллин, ректор нашей консерватории, народный артист Татарстана и России, человек стал знаменем татарстанского, татарского и российского искусства. Но эта тема его волнует. Он пришел на передачу с фотографией деда. Мы тяжело говорили, поскольку мы вернулись к этим дням. Вот вы как можете сказать, казанские татары, Татарстан, все татары, как воспринимают эту трагедию? Это наша беда, общая беда. Конечно, как мы можем воспринимать? Это же, во-первых, родственный народ. Во-вторых, любая трагедия любого народа, геноцид, она у нас находит отклик, отзвук, да, там мы же думаем тоже о своей судьбе. Мы же в этом государстве живем, и нас могла такая же постичь участь. Вы слышали эту версию, что Сталин тоже был не прочь поволжских татар тоже отселить куда-то в Тюмень? Ну, там нету документов подтверждающих, поэтому мне трудно вот говорить, что, да, ну, видите, тогда поволжских татар, они слишком много было на фронтах, они компактно нигде не жили, как балкары или чеченцы, или... 26 фронтовых газет издавалось на татарском языке. Да, и эту операцию провести было сложно, поэтому, я думаю, заменили постановлением 1944 года. Но это версия, потому что мы документов не нашли, хотя искали. Но ведь раз была перестройка, раз мы сказали, депортация была неправильна, было бы справедливо все восстановить во всех правах и вернуть. И это за счет государства. Государство должно извиняться. Вот мы видим, как Германия за фашизм до сих пор извиняется. У них целые процедуры. Они там, значит, пострадавшим компенсируют каким-то образом, их наследникам и так далее. Это нужно для здоровья самого государства, не только для этого народа. Я вот не могу полностью согласиться насчет... Вот у немцев такая
менталитет, такая традиция. Я думаю, что в России, в Советском Союзе так не принято, ибо то, что делал Сталин, это делал Сталин, система. Потом был Советский Союз послевоенный. Потом сейчас Российская Федерация, которая постоянно обновляется. А вот в деле поправить ситуацию. Недавно Рада Крыма приняла исторические решения по восстановлению прав, оказанию социальной помощи, участию их государства. Потом известно, что Владимир Путин при содействии Ментимира Шаймиева дал гарантии таких вещей, именно таких восстановлений. И это то, что, о чем мечтали крымские татары. Это меняет эту ситуацию? Это будет ли иметь серьезные последствия? И поверят ли, воспримут ли это крымские татары? Ну, они все эти годы переезжали самостоятельно. Кто как мог. Кто где находил средства. В Татарстан почему тоже немало приехали? Ну, видимо, нелегко было в Крым возвращаться. Не так много. Мы по-своему пытались помочь. Я вот сам в начале 90-х годов несколько раз ездил в Крым с делегациями. Мы, прежде всего, экономические соглашения подписывали в 93-м году. Мы встречались с Багровым. Тогда он очень хорошо воспринял вот эти контакты. Начались экономические связи и так далее. Мы по-своему пытались наладить эти отношения, но, к сожалению, там и политика была такой сложная, весьма и в России, и на Украине, и экономически ситуация была финансовая очень плохая, то есть обрушилась валюта украинская, и это все разрушило те связи, которые мы наладили по соглашениям. К сожалению, это так, да, получилось. Но это все же дело было, видите, и России, и Украины, и Узбекистана. Это, видите, сказать, это был Сталин. Ну, а как же преемственность? То есть, вот, да, Киевская Русь, это как бы у нас наше государство, да, а вот Сталин уже не наше. Так не бывает. Если ты забываешь, что ты наследник вот прошлых и хороших, и плохих дел, да, то тогда как же ты дальше будешь вести политику? Пришла у меня вот такая мысль. Вот эта коллизия, то, что сейчас оказались крымские татары перед выбором. Конечно, они историей, культурой, существованием своим связаны с Россией, и у них собратьев в Турции. Но почему-то миллионы турецких, крымских татар, мы не видим такого сильного общения или там миграции. Во всяком случае, мне это неизвестно. Ну вот, как же вот сейчас выходить из этой ситуации? Почему они... Мы все даже не придумаем такую формулу, чтобы Украина, в которой были только 20 лет крымские татары, потому что все 60 лет, это 40 лет только в Советском Союзе прошли. А тогда это была не Украина, это на советские территории оставались. Как разрулить сейчас эту ситуацию так, чтобы было единство нашего тюркского и татарского народа обеспечено, и чтобы страны были гармонично завязаны? Ну, тюркские народы, они должны взаимодействовать независимо от границ. Тут, слава богу, сейчас глобализация, когда границы становятся прозрачными. Там в Крым поехать, и сейчас не проблема, можно по российскому паспорту спокойно, и нет проблем с обменной валютой и так далее. Ну, какие проблемы? А крымских татар я понимаю. Они вот в Украине уже вот живут сколько лет, и для них понятная ситуация. Хорошая или плохая, но она понятная. То есть они знают, что будет завтра, послезавтра. Я понимаю русских, которые озабочены в Крыму, потому что вдруг Киев запретил русский язык. Наконец они поняли, и, может быть, поймут и нас, когда начинают запрещать там татарский язык или школы, или латиницу в татарском языке, то есть диктуют так, как мы должны пользоваться этим языком. Но в данном случае, видите, и у тех есть причины для беспокойства, у других есть причины для беспокойства. Но я могу только... Я не вмешиваюсь в эти дела, я не политик. Я могу говорить, какая ситуация может привести к тому или к другому. Да, международное право, оно коллизионное. К сожалению, когда ссылаются и говорят, вот по международному праву народ имеет право на самоопределение. Конечно. Но государство имеет право на территориальную целостность. К
к сожалению, в международном праве есть такая коллизия, из которой выход, он не юридический, а практический. И подходит здесь с учетом очень многих обстоятельств. Поэтому это споры политиков, а не юристов. Да, Рафаэль Сибгатович сказал, что он не политик, как раз в тот момент, когда мы подошли к самому горячему месту и к завершению нашей передачи. Ну, как бы то ни было, все революции меняют правовое поле, меняют легитимность. А что после распада царского самодержавия, там тоже много изменилось? Или распад Советского Союза? Посмотрите, революции создают неоднозначные ситуации. Революции делят. Революции иногда приводят к трагедиям. Дай Бог, чтобы нынешние революции, кстати, изменение системы власти и кадровой системы в Киеве тоже это революция. Именно она же вызвала дальнейшие события в других восточных регионах и в Крыму. Получается, что история, она должна более стабилизировать эту ситуацию, но политика как-то будет влиять, но наши народы, крымские татары, казанские татары, Россия, где живут большинство наших тюркских собратьев, мы должны быть вместе духовно, экономически и максимально взаимодействовать друг с другом. С этим вы согласны? Ну, насчет революции, оно, конечно, многое меняет. Но ведь последствия революции бывают далеко не благостные. Прямо надо сказать, что это разрушительный механизм, после которого наступают многие катаклизмы. И история показывает, что лучше, чтобы их не было. И получается, что мы после революции иногда идет возврат, и просто мы теряем десятилетия. Поэтому я всегда очень тревожно смотрю, когда возникают революции, оранжевые там революции. Сегодня они стали в моде, они не приводят к хорошему. Рафаэль Сибгатович, в передачах цикла «Уроки истории» хотелось бы историю реальную, не историю революции, войн, а реальную историю народов, татарского народа, наших собратьев. Мы могли посмотреть на прекрасных ваших томах. У вас вышли атласы, Булгарский атлас, еще атлас. Да, есть что показать. Да, есть. Мы пригласим вас и ваших сотрудников именно поделиться правдой об истории, так, чтобы мы не стали чужими благодаря влияниям революции. Пожелаем всего доброго нашим зрителям, Рафаэлю Сибгатовичу, директору Института истории, вице-президенту Академии наук, депутату Государственного совета Татарстана, который не хочет быть политиком, но остается как историк и влияющий на политику историк. Я надеюсь, что он останется и в нашей передаче. На этом наша передача заканчивается. До следующих встреч.